утро у нас. Все отлично. Переночевали после Новосиба на объездной на шинной лиге. Сейчас только выехали с Тумана. Ехали, не знаю, километров 40, наверное. Вообще ничего не видно. Сейчас, походу, у нас опять солнышко закончится. Облака спустились на землю у нас. Впереди все белое. Сейчас буду видеть, солнышко светит, да, хорошо. Но это недолго сейчас будет длиться. Впереди у нас едет Боря. Он ночью разгрузился в Новосибе. Внимание, камера, спину 500 метров, ограничение 60. Заколебало тоже. Половинку разгрузил в пятерочке. Внимание, камера, спину 200 Половинку метров, ограничение на край 60. везет. Вот начинается опять туман. Надеюсь, это ненадолго. Потому что в нем ничего не видно, это плохо ехать. Ни горки, ни горки, ни машин не видно. Ни ремонта эти не видно. Сейчас два реверсированных проехали. Внимание, комплекс. Да заткнись ты, блин, заколебал это уже, блядь. Ограничение 60. Едешь 60, блядь, и опять этот, блядь, камера, блядь, показывает сразу. Что ты показываешь? Не видишь, сколько я еду, что ли, блядь? О, туманчик чуть-чуть был. Ну, там, гляжу, опять он впереди. Даже сегодня день какой-то лондонский день. Одни туманы. Ну что, сегодня доедем до Красноярска. Когда разгружаться будет, сегодня узнаем, там позвоним, что как что. Ближе как будем подъезжать. Осталось у нас тут, по-моему, 50 километров до Кемерово. А, Боря, блин, пошуршал, блин. А 22 тонны, блин. Что-то не дают так быстренько разогнаться. Полупустой, блин, едет. Не знаю, если, блин, десятка есть, то хорошо. Что-то говорят, там 7 палетов, не знаю, может даже 5 тонн нету. Осталось. Новосиб все забрал. Апельсинки он везет. А что тут? Ребята не разъехались. Вот так вот торопиться. 3 машины. Влупились. Вот так вот торопыги. Умирают у нас дворники. Вот, еле-еле. Все, вот видите. Завтра на ремонтик дворников заедем. Отписались механику. О, видите, и все, блин. Сейчас даже останавливались в дождик. Ехал, блин, без дворников. Опа, прыг-скок. Осталось 400 км до Красноярска. Еще сейчас в Ачинск заедем, заправимся до Польного и двинем. Тут погода, тучки, что-то не тучки. Ливень был вообще огонь. Хоть комаров отмыл с морды лица автомобиля. Созвонились с грузополучателем.
Завтра, сказали, без проблем нас разгрузят. Сегодня вышел наш логист с отпуска. Говорит, очень мало отдохнула. Ну ничего страшного. Отпуск еще дадут. Пойдет, отдохнет. Пока ехал сегодня, отправил вопросы по ТОшке. На табло компьютерно высветил, что у нас ТО нужно сделать. Сфотографировал механику, ответственному по ТО автомобиля. Согласовали. Завтра поедем на базу красноярскую. Там сделают нам ТО в сервисном центре, который вот на базе находится, где та же автомойка. Также у нас нужен будет ремонт дворников. Сегодня шел дождик, и дворники вообще клинили прям вот в ровном положении, вот так вот. Прям еле-еле поднимались. Прям дрыг-дрыг-дрыг, останавливается и стоит вообще. Потом какое-то время раз он начинает опять спуститься, блин. Короче, в дождик ехал без дворников. Сегодня мы и Борисом доехали до Красноярска. Он поехал разгружаться в пятерочку. Разгрузка у него тоже завтра будет, наверное. Это может быть сегодня ночью, но вряд ли. Колпачки. У нас испытания прошли. Ни один не потерялся. Все на месте. И вот так вот. Ой, бля. Вот так мы, наверное, и наставим их. Половина коричневых, половина рыжих, половина серых. Вот сюда наклею красную отражательную ленту. У меня есть дома, по крайней мере, она есть. Вот эти колпачки ставим сюда такие. Тоже есть. И будут вот так, наверное, смотреться. Ну, может быть, я укорочу их на пару сантиметров. Может быть, на парочку. Потому что Боря себе поставил тоже такие. Ну как поставил? Сделал пока по одной трубке на колесо поставил. Это у него там тоже эксперименты он там проводит. Но что-то мне, когда я ехал сзади и увидел, мне не очень понравилось. Если так у меня выглядит, то я, бля, выкидываю их вообще просто. Куплю себе вот такие колпаки. Вот как на ведущей оси у меня стоят. И поставлю сюда. Ну, потом остановились мы попить чайку с ним в кафешке. Попили, я подошел, померил, а у него еще на 5 сантиметров они вылазят. Потому что они у него вообще вот такие вот. Поэтому, блин, и не смотрится так, потому что кажется, такие палки торчат здоровые. Так, у нас все, в принципе, рабочее. Машинка, конечно, подиспачканная, особенно жопа. Прям видно, что надо машину мыть. Щеточкой мы, наверное, уже не обойдемся, как раньше. Да, машина прям, ну, хотя может быть щеточкой, но лучше бы, конечно, полоснуть. Вот мы на склад зашли. Время уже почти 12. Сказали, поставили 10, были записаны на 10. Все никак не разгрузят. Полфуры только растаскали. Короче, на ТО мы сегодня уже, наверное, не попадем. Вот такие вот и дела. Половина народу стоит, половина работает.
Вышел я на улицу погреться, там дубак. Видно, поэтому плохо и работают люди. Потому что там холодно, они замерзли, привыкли к плюс 40. Тогда у них будет скорость получше. А сейчас еле-еле ходят. Эту, блядь, черешню перекладывают еле-еле. Там что-то, блядь, половина стоит, половина работает. Короче, вообще, блядь, кошмар. Подогнать их некому, пнуть, блядь, для скорости, я так понимаю. Нам вот это тоже, блядь, тут ждать, не ждать. Ладно бы я приехал там, блин, не знаю, без предупреждения, да, встал там, что вот. Как, что, разгрузите, не разгрузите, да? Нет, звонишь заранее, все согласовываешь. Руководство там их не говорит, да, все нормально, все, мы вас записали, все, на 10 будет разгрузка, все, быстренько разгрузится, все нормально. Все, опять опа, повторяется, та же самая. Пол фуры они, блядь, разгрузили вот этой вот. Пол фуры никак, все, замерзли они там, блядь. На улице, не знаю, градусов 25, хотя вон там тучки идут. И молнии сверкали. Ну, на улице сейчас тепло. Но внутри там, не знаю, наверное, плюс 5. Потому что они там в куртках ходят, и замерзшие, работать не хотят. Эх. Полчаса простояли. Звонят, говорят, вы что, говорят, подъезжайте. Я говорю, вы пломбу будете смотреть? Сказали, пломба не нужна. А кому? А нахрен тогда ее тут вешают? Вот, смотрите, пломба. Все на месте, все опечатано. Все, вскрываем. Чтобы претензий потом не было. А то потом скажут, что пломба не было, ничего не было. Идет дождичек небольшой, светит солнышко. Вон там радуга. А тут наше авто расцепился. Завтра пойдет ТО делать. Он в том ангаре, блядь. Получил новую путевочку. Механики подписали. Идет дождик. И довольно-таки прохладно. Не знаю, градус, наверное, 18-17.
готово. Ничего нам не сделали. Мест нет. Когда сделают, не знаю. Боится когда-нибудь, не знаю. Сказали, двигайте вперед. Где-нибудь потом сделаем ТО. Долетели мы до Ачинска. Я тут на повороте лежит ман. Чё, как прижав, лучше вообще тут непонятно. Поверните направо. Вроде скорости-то и никакой не было, блин. Везде поворотики, везде. Прямо 5 километров. Это вот с моста, которого сейчас ремонтируют. Ребят, сам-то жив он, нет? Да там вроде кабина целая, все нормально. Разогнался так сильно, что ли, блядь? Здесь разгоняться негде, вот поворот. Жена с ним даже. Ну, понятно. Видать, разогнался, да, он первый раз, может, едет. Ой, номера-то красноярские, блин, куда в горы так сильно разгоняться-то? Тогда не ясно, что его туда сподвигло. Поворота. Может, задремал или заговорился. Ну да, там такой резкий прям поворотик. Вроде плавно-плавно, в раз сразу поворот. И улегся на бок. Там животных, да, еще? Так, у нас тут небольшая пробочка на мосту. Ну ничего, сейчас мы проскочим по-быстрому. Заедем, здесь светофор. Возьмем сметанки, зайдем. И яички, если будут. И поедем дальше. Время 10. Съездил в Леруа Мерлен. Купил там клепочки. Так как делать, ну, сегодня будет нехрен. Пошел в момент, да, аж слов нет. Пошел оформлять документы. Сказали, а вас сегодня грузить не будут. Будут только завтра. Так у меня написано сегодня. Не знаю, вас должны были предупредить. Позвонил логисту. Логисты, я тоже не в курсах. Короче, стоим. Сегодня загрузка 24 будет. Вот такая погода на улице. Эх, романтика. Ну, вот эту машинку полосну чуть-чуть. Ну что-то, по-моему, погода против, говорит. Не надо их полоскать. Настроение 0. Вот так вот. Зато съездил в Томск. Магазинчик. Купил красочки, баллончик покрасить, чтобы нам запорное устройство. Оно ржавое, сегодня некрасивое. Точнее, я уже его покрасил, лежит под машиной, чтобы дождик не не попал. Только начал красить и пошел дождь. Вот погода вообще огонь. Не жарко, но лупит нормально. Он ездил с утра, ну сколько утра, 8:30, туда-сюда съездил, на такси вызвал. Он, солнышко, все, погода, блин, ништяк. Откуда не возьми, взяли тучи, блин. Приехал обратно, все, дождь лупит уже. Ой. А что, сейчас включим киношку и будем смотреть, ждать, пока закончится. Потом пойдем поковыряемся. О, вот еще что купил. Вот такой вот шпатель купил.
Это для того, чтобы старую смазку с песком с седла счищать и новую смазочку потом налаживать им же. Удобно, вещь хорошая. Потом ее вытер просто и все. Он чистенький, не надо пачкаться вам, не искать ничего, ни палки, ни бумажки никакие, ничего. Шпателем грязь счистил всю, вытер, новый взял, наложил в баночки, размазал, все. Опять вытер, положил его в рундучок. Пускай лежит. Так что кто хочет, может взять себе такой. Вот такие клепочки купил. Вот такие. Потом покажу, что я с ними сделал. Такие здоровые. Вот такая у меня дрель. Ну, не дрель, а шуруповерт маленький. Правда, мучаюсь ими, сверлю им. Он отключается почему-то, крует и потом отключает. Буквально там секунд 10 крутит. Потом опять ждешь, опять нажимаешь. Не знаю почему. Ну, что выходить, китайское говно.